Христос воскресе! Доброго здравия, уважаемые пчеловоды, фермеры, аграрии и представители власти. Эта Пасха выпала на интересные события. Самоизоляция, как раз время задуматься, к чему катится этот мир, что мы хотим оставить своим детям. Поэтому сегодня я обращусь ко всем, и к пчеловодам, и к фермерам, и к представителям власти. Уважаемые пчеловоды, вам нужно сохранить своих пчел. Уже пошли первые сигналы, что в южных регионах идут отравления. У нас только зацвела верба, еще на полях лежит снег. Сибирь имеет свое преимущество в этом. И сейчас нужно обратиться в органы власти, обратиться к каждому фермеру, кто находится в радиусе 10 километров от вашей пасеки, с письмом, в котором обязательно указать, сколько пчелосемей, где находятся, и что в случае, если начнутся химобработки, вас необходимо предупредить не в средствах массовой информации, к которым у вас нет просто доступа. На пасеках бывает нет ни газет, ни радио, ни телевидения, а предупредить по мобильным телефонам, либо на электронную почту, а лучше и туда, и сюда. Но в это время, чтобы отстаивать свои права, вам необходимо иметь по закону ветеринарно-санитарный паспорт пасеки. И если вы еще не индивидуальный предприниматель и не юрлицо, то вам нужна выписка из похозяйственной книги. То есть это в сельские поселения нужно обратиться, внести своих пчелосемей. Сейчас нет смысла утаивать количество. Многие боятся налоговых или еще каких-то, скажем, притеснений. Но пока закон о личном подсобном хозяйстве никто не отменил, эта деятельность абсолютно является законной. То есть мы на законном основании занимаемся пчеловодством и своим трудом добываем и мед, и производим опыление дикорастущих и посевных площадей. Поэтому нужно сейчас подкрепиться документами. Обязательно эти письма должны быть в бумажном виде вручены, иметь входящий номер от каждого фермера, от каждого агрохолдинга, кто находится в радиусе 10 километров от вашей пасеки. Иначе потом вы не сможете доказать в суде каждый свой шаг. И, конечно, если вдруг это случится, если вы увидите, что ваши пчелы уже не гудят, а лежат на дне улья, перед ульем на земле, то необходимо срочно действовать, собирать комиссию. В комиссию входят представители власти, участковый, представители ветеринарных служб и желательно представители хозяйств, которые проводил химобработки. Все, как действовать, описано в методичке, которая находится на сайте Союза промышленных пчеловодов. Заходите на сайт в свободном доступе, скачивайте себе эту методичку и дай Бог, чтобы она вам не пригодилась. Теперь обращусь к фермерам. Уважаемые фермеры, сейчас святой праздник Пасхи, возрождение жизни. Жизни не только Иисуса Христа, но и жизни на планете Земля. И сейчас многое зависит от нас с вами, что мы оставим своим детям. Мы можем также бездумно применять химию, которая губит не только пчел, но и всех остальных других насекомых, птиц, рыб и даже уже людей, потому что поля подходят вплотную к населенным пунктам. К сожалению, в погоне за деньгами нарушаются и правила применения ядохимикатов в сельском хозяйстве, и санитарные нормы и правила. Это может продолжаться, но может продолжаться недолго. Уже многие из вас задумываются, почему у них низкий урожай гречихи. Потому что все опылители, включая пчел, диких пчел, мух и других насекомых, просто были отравлены. Отравлены предшественниками. Предшественниками крестоцветными, рапсом, горчицей и другими крестоцветными, которых очень любят наши вредители. Если вы будете соблюдать севооборот, если вы будете грамотными агрономами и будете использовать биологические средства борьбы с вредителями, то будут сохранены и пчелы, и все живое на этой планете. Мы выступаем за полную отмену
первого-второго класса опасности ядохимикатов, а также неоникотиноидов, которые имеют накопительный характер и губят все живое не сразу, а постепенно. Тогда, когда часто пчелы не могут постоять за себя, находятся в зимовниках, и у них нет даже возможности попить водички после того, как они поели отравленную пыльцу или нектар. Уважаемые аграрии, у вас есть выбор. Если вы грамотно начнете использовать пчел на опылении сельскохозяйственных культур, тех же крестоцветных, того же рапса, есть замечательные примеры Литвы, Беларуси, Германии, где выращивается рапс в огромных количествах, гораздо больших, чем у нас в Сибири, и где все пчелы живы. Почему они живы? Лишь потому, что применяют щадящие для пчел препараты 3-4 класса опасности, садятся за стол переговоров с пчеловодами, проводятся подготовки карт севооборотов так, чтобы пасеки вывозились в безопасные места. А если они находятся в местах, где требуется химобработки, то их заранее предупреждают, помогают перевести пасеку. Не так легко это сделать. Опять же, к пчеловодам обращение. Друзья, нам надо стать мобильными. Если мы не можем после предупреждения вывести своих пчел, а часто это бывает больше 3 дней, если ядохимикаты 1-2 класса опасности, то надо увести пасеку. Увести пасеку очень тяжело, если вы к этому не будете готовиться заранее. Переходите на прицепы, павильоны, применяйте манипуляторы, изолоудеры, погрузчики. Но делайте все, чтобы спасти своих пчел, чтобы не оказаться снова у пустых ульев и снова с опущенными руками и подавленным настроением. Обращусь теперь к органам власти. Замечательно, что уже в ранге заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хизировича Хатуова на нас обратили внимание. Обратили внимание на проблему жизни и смерти целой отрасли. Пчеловодство, и как следствие не будет пчел, не будет кормов для животных. Пчелы — это не только мед, это еще и корма, многообразие кормов. Не будет богатых протеинов, клеверов и донников. Не будет молока и мяса. Не будет круп, которые требуют опыления. Не будет масличных, которые тоже нуждаются в опылении. Еще Эйнштейн сказал, что 4 года после гибели пчел и человечество вымрет. Не знаю, от чего она вымрет быстрее, от вирусов или от голода. Но сейчас самое время задуматься о будущем. Поэтому органы власти, мы надеемся на то, что вы будете третьей стороной. Вы посадите нас за столы переговоров. Вы начнете рекомендовать применять безопасные препараты для борьбы с вредителями. Вы имеете право субсидировать применение 3-4 класса опасности и отказывать в субсидиях, во всех субсидиях, и погектарных, и за химпрепараты тем, кто применяет отраву губительную не только для пчел, но и для всего живого. Это ваше право разработать механизм, чтобы были лаборатории. Если сейчас нет средств, то нужно задуматься, как привлечь эти средства из частного бизнеса. Возможно, нужно пойти по пути наведения порядка в отрасли через страховые компании. Так же, как автогражданская ответственность водителей через принудительные законы и постановления была введена. Да, нам нелегко, нам пришлось всем водителям ежегодно теперь тратить средства на страховку. Но если происходит ДТП, уже никто, как в 90-х, не бросает ключи на капот, не заставляет продать квартиру. Здесь работает механизм страхования. Поэтому предлагаю рассмотреть обязательное страхование в агрохимии. Если аграрий применил неокотиноиды 1-2 класс опасности, даже при приобретении этих ядохимикатов у него уже должна быть действующая страховка, которая в случае гибели пчел будет возмещать хотя бы стоимость самой пчелосемьи. На сегодняшнее время это 5000 пчелосемей в среднем, 5000 рублей. Но не забывайте,
пчеловоды не занимаются в основном своим, как аквариумисты или собиратели марок. Они занимаются этим хобби еще и для прокормления своих семей. Поэтому, кроме стоимости пчелосемьи, у каждого из нас есть планы на это лето. Мы планируем либо получить какое-то количество меда, либо продуктов пчеловодства, либо получить пакеты пчелосемьи, которые будут реализованы и будут служить и налогооблагаемой базой для государства, и будут служить для пропитания наших семей. Поэтому предлагаю наравне с ОСАГО рассмотреть возможность ИКАСКО в пчеловодстве. Здесь уже пчеловоды должны иметь право застраховать упущенную выгоду. И каждый сам решит стоимость этой выгоды. Кому-то достаточно будет 1000 покрытия, кому-то и 5000 будет не хватать. Все зависит от вашей квалификации, от того, насколько вы серьезно занимаетесь пчеловодством. Сейчас государство обратилось ко всем муниципалитетам, ко всем регионам для составления реестра пчеловодов. Я знаю, как идет эта работа. Эта работа идет сложно. Пчеловоды не хотят показывать ни количество пчелосемей, ни вообще наличие пчеловодов в населенных пунктах или на стационарных пасеках вне населенных пунктов. Я понимаю их опасения. Государство не добьется ничего, если будет действовать только кнутом. Государство должно подумать о прянике. Отличный пример Литвы и Евросоюза говорит, как там построена эта работа. Почему там никто не скрывает настоящее количество пчелосемей. Просто ввели субсидию за ветпрепараты. И пчеловод получает от своего ветеринарного врача на то количество пчелосемей необходимое количество ветеринарных препаратов и от клеща, и от других болезней. Невыгодно уже скрывать настоящее количество. Каждый указывает то, что есть в реальности. Мы все заинтересованы, чтобы наши пчелы были здоровы, чтобы они не являлись источником заражения соседних пасек. Но для этого нам надо самим, совместно с ветеринарными службами, совместно с муниципалитетами начать работать. Поэтому я призываю Минсельхоз, потому что это на федеральном уровне должно быть решение принято, продумать и перенять опыт Литвы в компенсации всех затрат на ветпрепараты. Именно благодаря этому будет составлен ветеринарными службами реестр всех хозяйств с реальным количеством пчелосемей. Я понимаю, что нельзя планировать в нашей отрасли, вообще ни в какой отрасли, нельзя планировать развитие, пока мы не знаем реальную ситуацию, сколько пчелосемей, сколько меда производится в России. На самом деле никто не знает. Статистика абсолютно недостоверная. Она может в разы ошибаться, как в большую, так и в меньшую сторону. 2021 год – это год пчеловодства в России. Нам удостоено за 50 лет назад было право проводить Апимодию, Международный конгресс пчеловодных общин в России. Тогда это был Советский Союз. Сейчас это Россия. Это выпало на наше поколение. И теперь нам нужно достойно себя показать, чтобы у нас не только был мед, но еще опылялись поля, чтобы не гибли пчелы, чтобы было показать, что иностранным делегациям, посетившим Россию в Уфе, в Башкирии, в 2021 году. Замечательно, что сейчас создана WhatsApp-группа для общения с органами власти. Мы будем использовать эту возможность при каждом удобном случае. Я думаю, что следующее выступление я подготовлю к следующему великому празднику. Это 9 мая. На то и даны нам великие праздники, чтобы мы не занимались суетой, а посмотрели на всю ситуацию со стороны, задумались, кто мы, откуда и куда. Спасибо большое за внимание. Извините за долгое обращение. Добра всем, здоровья и успехов. До свидания.